Именно Атамекен говорила, Кумтор должен служить народу. И сейчас на популистских заявлениях действия, которые происходят вокруг Кумтора, они вас устраивают как граждан? Меня не устраивают. И я в парламенте говорю об этом. Но вы этого не услышите по центральному телевидению, КТРК или ЛТР. Это не нравится власти? Мои вопросы. Сколько золота добыли сейчас на Кумторе? Ведь Кумтор сейчас принадлежит, по словам Садыра Джапарова, Кыргызстану? Так или нет? Вы чувствуете, что он вам принадлежит? Я не чувствую. Потому что нет ответов на вопросы, потому что политика непрозрачная, введено временное управление, но это не значит, что Кумтор перешел в собственность. Никто не знает, сколько золота добыли, где оно хранится. Лондонская биржа нас внесла в черный список. Мы не можем продавать золото на мировом рынке через эту систему. А тогда куда мы его продаем? Где оно находится? Эти вопросы остаются без ответа. Я в парламенте 2 раза вносила вопрос. Давайте заслушаем, пусть люди увидят. Хозяева страны. Ваш Кумтор, ваши недра. Вы народ. Почему вы не должны знать? Ответа нет. Неудобные вопросы задает Атамекен, но это ваши вопросы. И кроме нас никто их не задает в Джогорку Кенеши и не сможет задать. Не хватит духа, не хватит смелости, понимаете? А мы задаем эти вопросы, и не просто задаем, мы готовы предложить решение. Например, законопроект о национализации Кумтора. Он разработан был Атамекен. Еще при Атамбаеве мы предлагали, вносили, еще до этого, да, во времена Бакиева, Умурбек Черкешевич предлагал закон о национализации, который бы на законных основаниях вел не просто временное управление, а полностью перевел бы на законных основаниях в собственность страны. Потому что недра — это собственность народа, и нельзя разбазаривать на невыгодных условиях. И эта позиция, и этот закон, они разработаны, они есть. Почему его сейчас не использовать?